Да. И скажите, ну еще ничего такого уже, чего? Люди настроены бали, мы можем... Приємно бачити, наконець. Да. У нас, напевно, 25 около. Як вас звати, это в окулярах я не могу згадати. Андрій Віренич, все, про Facebook зараз я там клики роблю, про ваш проект, там, Участвовали в нашем давно а сёння я пошкодую, що українська да будет же перформанс. Для нас використано в іншому матеріалі. Там так само трохи. Повтори еще дочь. Что я с вами не полтора. Да, это один из персонажей. Мае назву. Ён не толькі папяровы, вось тут ён таксама ёсць у каменным выглядзе. До рэчы, у камні ён быў у пачатку камні, а потым по моей канцэпцыі я потым малю. Не перад тым, каб ствараць, а потым. І назва прыходзе пасля паўзы. То есть размова. Добрый день. З салоўкам яна вымушае камню прамаўляць, як яго завуць. Вось яго завуць «Трыманне піраміды святла». Паглядзім, як ён выглядае. Я запрашаю ўсіх у залю. Там так, там водичка есть. Почему? Зайди. Проект почався, він не продовжив почався, 5 сюди, будь ласка, що ж ти там сховався? Такий хороший
слово, тому що ми вельми раді всіх бачити тут у нашому Білоруському Союзі мастакоў. Адсюль пачынаецца мастацтва. І ведаеце, мне вельми радостно запомнить про то, что вось і Ігор гэта засведчыў. Ну, зрэшты, адсюль пачынаецца мастацтва. Творчасць. Самое галоўнае, што у нас ёсць, і творцы — это самое галоўнае, што ёсць у нашым Союзе мастакоў. Я ще раз скажу, что мы вельми рады, что этот проект отбывается и отбывается тут у нас, и в нашем арт-дворику, и в зале имя Вембеля, и что автор этого проекта вельми знакомитый мастак. Я думаю, что это особа, про которую не треба розповідати, видите, як, так сказать, там по этапам, як яно было. Мы все ведаем, як яно было. Головне, что мы сегодня бачим, як яно есть. Хочу просто пару слов сказать про то, як народился этот проект. Народился ён не сегодня и не учора. И гаворка про то, как зрабіць такой проект по такой цікавой назвой у арт-дворику Белорусского союза мастакоў розпочалася у лесу, нават узимку, видать. Ну, на початку года. Это была идея Ігора Кашкуревича, и, безумовно, мы ее цалкам падтрымалі адразу. Вельмі цікава, што ў нашым асяродку пачынае жыць не толькі зала Вембеля, але і пачынае жыць тое прыроднае асяроддзе. Зрэшты, вы ведаеце, што гэта зала, гэты домик, это была былая майстэрня Вембеля, і вось гэты дворык, ён таксама быў высаджаны ў час, яшчэ вембелевскі час. І хацелася, каб ён таксама жыў у творчасці і ў мастацтве. І вось цэлае лета, уявіце сабе, пачынаючы з чэрвеня, все гэтыя 3 месяцы, Ігор Кашкуревич працаваў у нашым дворыку, ствараючы з яго сапраўдны арт-асяроддзе. І, ведаеце, штораз прыходзячы на працу, мы толькі і чулі цюк-цюк-цюк. І нават у нас пыталіся, што там такое робіць, што там такое ствараецца. І вось сёння мы бачым вынік таго, што стварылася. І мне здаецца, што гэта вельмі запэўніваючы вынік. Вось творчасць Ігора як скульптара, я памятаю яшчэ, калі ён жыў у Берліне. Ну, так давялося, што я час ад часу наязджала ў Берлін, яшчэ ў тыя часы, калі мы з вами все маглі наязджаць на заходнюю Еўропу. И однажды отбылось вельми хорошее такое сутыкнение с Игорем Кашкуревичем в Берлине. Мы были с Надеей Усовой, и нам пощастило трапить в ягоную майстэрню. Вы ведаете, я памятаю Игора еще былые часы, мы потрапили в майстэрню и убачили велизарные столы, на которых стояли ягоные скульптуры. Вот те самые ледниковые скульптуры. Ну, не те самые, которые сегодня вы побачите на этом проекте, але этот проект был, я думаю, распочатый и задуманный еще там. И я рада, что этот проект сегодня протягивается тут у нас, у Беларуси. И он будет жить у Беларуси, и самое главное, он будет жить у асяроддзя Белорусского союза мастакоў. Игорь, я вельмі удзячна тому, что вось мы все тут, и что это мастацтво, твое мастацтво, сегодня так само у нас тут. Так что распочинаем мероприемство с выставой. Я так само удячный. Андрей, что скажешь? Ну, я рад, что сучасное концептуальное мастацтво зашло до нас в Союз и зробило перший культурный крок. И я думаю, с этим мы будем протягивать и на конец года так само будем заниматься концептуальными проектами, которые запрашиваются. Мастак, який ще в 80-х годы спробував зламати стереотипи сприйняття мистецтва і зробити нечто нове, на кшталт нетрадиційного, незвичайного мистецтва. І це було завжди цікаво. І зараз ми бачимо наступний крок, який ти вже видаєш не перший год працюєш над цим проєктом. І енергетика, яка схована у камні, видать, вайбова мастакоў з того часу, як чоловік зрозумів собі, оторвав від природи і зрозумів, що він нейка адзінка більше, ніж просто жывёліна. І камні заховали ці адбітки. І зараз Ігор створює нешта на кшталт такого подобного. І я думаю, гэты камні пронесуть гэты образы, гэту энергетику праз тысячегодия. И может про наше мастацтво, что и застанется, это то, что заробил мастак у камня. Ну, это и графично, это и монументально, это и камерно. И что хотите, можно сказать про мастацтво и камень, это энергия, живая энергия. Я решил. Я так само дякую всіх, дякую за таку супрацю. Вельмі добру, вельмі порозуміння один одного.
Вот. И я еще могу сказать, что проект не закончен, и он еще будет до конца наступного месяца. Можете со мной связываться по телефону. Телефон на плакате. И приватно, як би сказати, углубляться у творчість, взаємну творчість. Коли ласка, шакаю, О! І, до речі, у гэтej залі з'являться. У гэтай залі Слухом камня. Камінь проказав, його так само відчує. Ну, так і що. і, до речі, Я иногда боюсь, предвожу вас к земле. Ареал Баку. 80-е годы. Ну, ты оказал, что на самом початке, когда я только подошел до формы камня, я склонялся такие. Ох, как хорошо. Не долгий период, но я працы остались. Скрижали. История каждого камня. — 300. Ну, характерно, что живопись, она так само структурная, її можна руками якби, тактильно сприймати, так як то саме, як і камінь. Тобто не обов'язково тільки в очима, можна якби, і руками відчувати, тоді возникает другий якби, пространственний ефект восприятия. Так, 83-й год, Жар землі. Тут ще, як би сказати, ну, така праця, яка попередня тут камінь тільки води. А тут символічне. Речі етнічного характеру, які наші творки, як вони розуміли сусід, прості образи, які використалися у життєвих А, действительно, что это
разу зробив один тільки малюнок у гэтым проекте. Гэта вот эта скульптура. Тут трансформация. Образ який знімається у камні, і потім малюється після і дається назва. Назва «Критичний погляд на речі». — 80-й год, гэта стихія ветру. І традиційні русалки. Ще дві праці, так само зв'язані з язичницькими культами. Ось так. Это такие метаморфозы рожениц. Вода животворная, яка вужи, сосуд и жаноцкое тело, такие метаморфозы. Так само без назви. Ось така праця, яка так само тут уживаються поганські символи і вияви, які нагадують архаїчні культури. Архаичные культуры, они подобны. Может быть, майстер у Австралии и у Австрии створать по одним законам. Ось, так что экспозиция продолжается. А тут я нотую, бывает, что приходят назвы працы, час полировать за часом.
Не все скульптуры мають назви ще. Але уже, глядите, мураши уже атакуют образ. И его, конечно, изменяет. Да. Так, вот эта скульптура. Называется человек, показывающий сам себе язык. Сражение орнамента этого искусства. На узбочине дороги. Это называется. Аполитичный автопортрет. Вот это окошение. Мастацтво полотнане добрым густом. За ранешним туалетом человек видит люстерка и зубы чистит, больница. Да, есть как бы гумористично много в моем мастацтве, так само. Взгляд человека с разных позиций и подача. Да. Высокая ставка. Это ночная серенада. Тут будет балкон, мотив, испанско-итальянский мотив. Гитару можно додумать и музыку так само. Мы маем такую маршимость, мы так устроены гармонично, что одни образы визуальные могут нарожать язычные наоборот визуальные. Один штуршок для дальнейшей творчости кожного из нас. Кожный человек по-своему наставник, творчая особа. Потому я не заявляюсь исключением, и никто не заявляется исключением. Так, ну, мабуть, самая такая скульптура, яка пасує для сьогоднішнього дня, вона стоїть ось тут. Называется «Усмешка». Дорогу. Усмешка.
Добре, зараз можемо перейти більше, як би сказати, физиологичного духу. Там есть водка, якая криху символічна, так само, і вона зв'язана з моїм великим партнером. Це Глетчер, цей ледник, який створив на нашій землі стільки чудов, ось, які ми можемо навіть не обробляти, а тільки фантазувати. Що він мав на увазі? Браво, Игорь. Браво, браво, браво. Делай вид, что сегодня день красоты. Там выставить. Найти текст. Жить мать потом. Вы пропускаете важное, девушки. Огонь! Девушки. Лестница хлисткая, усилия не рай. Лучше, чем в центре. Не хочешь тут сидеть на своем месте. Не подавай. Свой сними. Сними. Сними на свой. Нет, я культурно его ввожу. Я таком образом. Я не люблю ни с кем ссориться, ничего. Но я ввожусь, это значит не могу. Ты приехал, должен все мочь. И знаете, как готовить мне стену идеально. А то поклеит просто так на пузырями идет. Просто значит, должен все загрунтовать. Когда сделать все слои, положить необходимо темноту и клеем смазать Еву и кисти. Я говорю, я сам могу так строить. У нас же они расписаны вперед, все, я не знаю, У меня на карте все время там на проекте. все за мои средства. Не таскал с работы. Я уже Там уже не знаю, это
Я хуже, що на вулиці. Зроблена станція з